Привет! Новую последнюю часть мультфильма «Как приручить дракона» ждешь как встречу с любимым племянником, которого давно не видел. Каким он стал? Что выросло из симпатичного и стеснительного мальчишки? Только не забудь поддержать канал и подписаться на нас. А что касается внешнего вида героев в целом, то мы решили заглянуть в прошлое и посмотреть, как возмужали персонажи этой замечательной франшизы за 9 реальных лет и 6 экранных. Именно столько прошло по сюжету между первой и третьей частями. Икинг и Беззубик. Что тут скажешь, оба похорошели и остались все такими же верными друзьями. Приятно. При этом Икинг внешне изменился гораздо значительнее. Напомним, что в первом фильме ему 15 лет, во втором 20, в третьем 21, а Беззубик его примерный ровесник. Ночную фурию стали еще красивее, изящнее и подробнее рисовать за счет шагнувшей вперед графики, и к тому же Беззубик открыл в себе немало удивительных талантов. А эти кадры, пожалуй, можно назвать самыми важными на всю эту подборку. Астрид. Астрид всегда отличалась крутым нравом, признанным талантом и истинно скандинавской красотой. Такой она и выросла. И главное, Астрид всегда первой верила в Икинга, даже когда все, казалось, было окончательно потеряно. Их отношения – отдельная и прекрасная линия «Как приручить дракона». Конечно, за 6 экранных лет Астрид тоже разительно изменилась внешне, но и скачок все той же графики видно очень хорошо. Так начинались и развивались отношения героев. А это Икинг и Астрид в боевом облачении финальной части, в специальных доспехах из чешуек драконов, обладающих огнеупорным эффектом. Друзья Икинга. Ребята, конечно, тоже изменились. Посмотрим и на них. Они все прекрасно узнаваемы в своих очень типичных образах. Создатели бережно сохранили самые яркие черты этой развеселой компании. Сморкало вырос в красивого и сильного парня, который по-прежнему тянется к первенству, не отличается большим умом и смелостью, но всегда приходит на помощь и делает правильный выбор в нужную минуту. Напомним, как он изменился с первой по вторую часть. А это Сморкало в полном огнеупорном боевом облачении из «Как приручить дракона 3». Рыбьенок сохранил бодипозитивную фигуру и страсть к знаниям про драконов. Душевный он парень, и это не только наша фраза. Кое-кто с нами согласится в финальном мультфильме. Здесь мы показываем становление героя из первой во вторую части. А это Рыбьенок при параде из финального мультфильма. Брат и сестра Забияка и Задирака по-прежнему не разлей вода и по-прежнему выясняют отношения, кто из них круче, громче, надоедливее, сильнее и так далее, нужное подчеркнуть. Но кое-что с их ростом все же неизбежно менялось. Вот так выглядит Забияка в первом, втором и третьем мультфильмах. Встречаем постепенную эволюцию ее брата Задираки. Как ты думаешь, какой герой более всего изменился и кого еще забыли упомянуть, пиши в комментариях. Если видос понравился, то ставь лайк. До встречи, друзья!